Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. В студии Алиса Шамба. Сегодня в выпуске. Ситуация в Ачимчирском районе после наводнения. О работах по ликвидации последствий подтопления. Материал наших корреспондентов. Приобщить школьников к науке, развить навыки исследовательской работы. В Сухуми прошел ежегодный конкурс между старшеклассниками. На культурно-деловой платформе ГУМА прошел мастер-класс по старинным абхазским и кавказским танцам. Отдых и общение. Подопечные инклюзивного общества провели несколько дней в курорте Пицунда. Для них была организована культурно-образовательная программа. Президент Аслан Бжаня провел выездное совещание Координационного штаба по вопросам реконструкции и строительства международного аэропорта Сухум имени Гарзенба. На территории аэропорта продолжается подготовка производственной базы для размещения складов инертных материалов. Закончены работы по устройству фундаментов цементно-бетонных заводов, начат монтаж самих заводов. Установлено ограждение производственной базы, заводится оборудование. Реконструкция взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и перрона осуществляется согласно графику. Аслан Бжаня дал поручение усилить взаимодействие между министерствами и ведомствами, задействованными в реализации проекта. Ачимчирский район приходит в себя после наводнения. В селах Кындах, Джгярда, Ктол, Араду, Атара и Хуада идут работы по ликвидации последствий подтопления, а специалисты Черноморэнерго восстанавливают линии электропередачи. На месте работ побывала наша съемочная группа. Репортаж Алики Драпш. Несколько сел Ачимчирского района пострадали ночью 13 мая из-за непогоды. Обильные осадки спровоцировали выход рек из берегов, вследствие чего существенный ущерб был нанесен селам Кындых, Джгярда, Ктол, Араду, Атара и Хуада. Были подтоплены частные домовладения, хозяйства, кладбища, размыты автомобильные дороги и мосты. В результате стихии пострадало около 40 дворов. Спасатели районной пожарной спасательной части в оперативном режиме устраняли последствия ливня, восстановили автомобильное сообщение внутри сел. По поручению президента Аслана Бжаня в Ачимчирском районе были начаты работы по ликвидации последствий стихии. Госпредприятие «Абхазберегозащита» проводит работы по расчистке и укреплению русла реки Дгамщ. Сразу начата переброска техники со всех объектов. В данный момент работает 4 экскаватора, бульдозер, самосвалы, в районе 7-8 единиц техники. В тот же день, когда произошло наводнение, в тот же день мы перекинули 3 единицы техники, остальные на следующий день, остальную технику тоже перекинули. На данный момент мы работаем на участке, где смыло дорогу, исправляем направление русла реки. Также планируется исправить мост, который полностью опора ушла. Настил сохранился, но опору придется по новой восстанавливать. Также смыть заезд на этот мост. Тоже придется отсыпать, заполнять все материалом. Следующий ниже мост также левобережный заезд полностью смыт. Где-то в районе 30 метров от моста полностью теперь русло реки. Надо будет восстанавливать заезд и защищать опору. Все эти дни по-прежнему оставалась угроза подъема воды в реке Дгамщ. Техника очищала русло, но уже 15 мая приступили к восстановительным работам. 3 единицы техники Абхазберегозащиты задействованы на мосту между селами Джгярда и Кутол. Там восстановили дамбу и автомобильное сообщение. Аналогичные работы проводят и в самом селе Ктол. Где центральный мост, чуть выше пробила дамбу по левому берегу. И дорогу полностью отрезала часть села. На дорогу вышла вода. И отсыпали выше и дублирующую дамбу ниже. Самосвалами отсыпали часть берега. И также дублирующую дамбу ниже сделали, чтобы хотя бы исключить затопление домов. Вот сейчас в данный момент уже более капитально вода
опустилась, и более капитально там будем уже проводить работы. В настоящее время угрозы подтопления домовладений нет. Однако в нескольких местах река все же изменила русло, и все силы сейчас направлены на его восстановление. Параллельно Черноморэнерго проводит работы по восстановлению электричества. Порядка 30 семей села Ашгиарда трое суток оставались без света. Энергетики восстанавливают опорные столбы и линии электропередачи. И уже к вечеру планируется возобновить энергоснабжение. Алька Трапшаляс Курсая, Анатолий Маланья, Абхазское телевидение. Делегация Торгово-промышленной палаты Абхазии участвует в 15-м международном экономическом форуме «Россия. Исламский мир. Казань-форум», который начал работу в Казани. В программе форума более 120 тематических сессий с участием российских и зарубежных экспертов. Участники планируют обсудить темы туризма, бизнеса, технологий, исламских финансов и инвестиций. Казань-форум продлится до 19 мая. Республиканский конкурс исследовательских работ прошел в Сухуми. Учащиеся разных школ проявили свои знания по 7 предметам. А самые отличившиеся удостоились похвалы и, конечно же, наград. Репортаж Ульяны Рожковой. Благодаря проведению таких научно-исследовательских конкурсов дети приобщаются к науке, приобретают новые знания, у них появляется самостоятельность мышления, развиваются навыки исследовательской работы. По всему миру школьники проявляют себя в разных сферах, выходят со своими достижениями на мировую арену. В нашей стране ежегодно между учащимися старших классов по всей республике проходит конкурс исследовательских работ. Каждый участник может проявить свои знания и поделиться своей работой. Сегодня мы проводим ежегодный республиканский конкурс исследовательских работ по самым разным направлениям. Это и филология, это и научные направления, физика, химия, география, наши естественные науки. Поэтому самый широкий набор направлений. Ребята выбирают сами, где они хотели бы себя проявить на уровне школы, потом района, а потом уже и республики. Победители 2 этапов приходят к нам уже на этот конкурс, последний этап сегодня. И, надеюсь, самые успешные, самые замотивированные и талантливые дети проявят себя с лучшей стороны, завоюют свои грамоты, дипломы. Мы будем сегодня наблюдать. У нас ответственное экспертное жюри. Поэтому мы надеемся, что и дети подойдут с такой же ответственностью и порадуют нас своими результатами, изысканиями, исследованиями. Работа над исследовательским докладом развивает интерес к тому или иному предмету, дает базу начальных знаний, которые пригодятся в будущем для поступления в высшее учебное заведение. Так, ученица школы номер 3 Руслана Допуа признается, что физика для нее неотъемлемая часть жизни и вызывает огромный интерес. В конкурсе Руслана участвует не первый раз, но каждый год ответственно подходит к выбору темы и подготовке. Мы готовились, пожалуй, несколько месяцев еще до городского конкурса исследовательских работ по физике. Я сегодня защищаю работу по физике. Моя тема – это фигуры Лисажу. В общем, суть этой работы заключается в том, что общим предметом исследования являются колебания на нити. И в случае, когда тело колеблется сразу относительно 2 разных направлений, получаются особенные фигуры, которые называются фигурами Лисажу. Участники конкурса уделили большое внимание родному языку и литературе, абхазским традициям и этикету. Радует, что молодое поколение не забывает свои корни, проводят исследования и проявляют большой интерес к этой теме. Я подготовила исследовательскую работу на тему абхазские тосты и их последовательности. Начала я ее готовить примерно в начале марта. Я считаю, что мы обязаны проводить такие конкурсы, потому что, во-первых, это распространение традиций, потому что у нас многонациональная страна, и в этой стране нужно продвигать эти наши традиции, и это очень важно. На протяжении всего конкурса в зале царила атмосфера знаний и науки. Все участники уверенно представляли свои работы, но лучших оценило жюри. Ульяна Рожкова, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Акция «Ночь в музее» пройдет в Сухуме 18 мая. В Музее боевой славы с 11 утра будут доступны фотовыставки, посвященные первому президенту Владиславу Ардзенба, первому министру обороны Владимиру Аршба и ветерану Великой Отечественной войны Екатерине Синявской. Тамбовский областной краеведческий музей привез планшетную выставку «Восхождение к победе», основанную на дневниках подростка Вячеслава Гроздова с 1941 по 1945 годы. В литературно-мемориальном
мемориальном музее Дмитрия Гуля. Акция пройдет с 7 вечера до 12 часов ночи и будет посвящена 150-летию поэта Дмитрия Гуля. Сотрудники подготовили литературный вечер, фотовыставку, документальный фильм и экскурсию. Абхазский государственный музей откроется в 11 часов утра. Посетителям покажут выставку «Я бы охотно приехал на родину» о художнике Александре Чачба-Шарвашидзе. Отдельные экспозиции посвящены ветерану Великой Отечественной войны, бывшему директору Абхазского госмузея Александру Тария и кандидату исторических наук археологу Вадиму Бжане. На культурно-деловой платформе ГУМА прошел мастер-класс со старинным абхазским и кавказским танцем от студии абхазо-адыгских танцев «Сосроха». Мероприятие было организовано в рамках проекта «Арт-резиденция ГУМА». Участники мастер-класса имели возможность не только посмотреть национальные танцы, но и попробовать себя в роли танцовщиков. Репортаж Милады Парулова. Платформа ГУМА сегодня особенно оживленна. Здесь проходит мастер-класс народного танца. Также представлены картины молодого художника Арсо Бирзыни, чья выставка прошла ранее. Приглашенные на мероприятие родные воспитанников танцевальной школы Сосроха с нетерпением ждут начала. Мастер-класс был открыт абхазским танцем. Затем в исполнении молодой артистки зрители и участники мероприятия увидели танец орлов. Кафа, староабхазский и чеченский, абхазский и адыгский. Сегодня на платформе ГУМА главенствует кавказский народный танец. Хореографы и танцоры приглашают гостей принять активное участие в мастер-классе. Данный проект мы начали разрабатывать еще в 2023 году совместно с арт-резиденцией ГУМА. Значит, смысл в том, что в течение года к нам обращается большое количество молодых людей, талантливых. Там могут быть художники, фотографы, певцы, чтецы стихов. И мы в меру своей возможности всегда всем помогаем. Им помощь нужна в первую очередь в помещении, свет, это может быть аппаратура. Вот в 2023 году Хибла Возба пришла к нам в комитет вот с этой идеей, что мы могли бы 1 месяц уделить нашей молодежи на ее площадке. И эта идея была правильной, и мы ее поддержали. Руководителем студии абхазо-адыгских танцев «Сосроха» является Жанна Лейба. Девушка танцует с 5 лет. Начинала она свою танцевальную карьеру с таких ансамблей, как Аль-Ахли, Иордания, Кавказ, Турция, Кавказ, Абхазия. Второй преподаватель танцевальной школы «Сосроха» Самера База из Сирии, где танцевал в ансамбле «Азамав» на протяжении 10 лет. Жанна Лейба считает, что лучшими хранителями культуры и танцев являлись наши предки. В рамках мастер-класса она попыталась рассказать и показать, как сохранились старинные кавказские танцы на чужбине. Всей студии, чтобы они все не похожи танцуют, они танцуют каждый индивидуально по-своему. Везде абхазцы во всем мире имели и свои ансамбли за границей. Мы называли это городской стиль, когда все остальное общество собиралось и танцевало каждый как умеет. Многие стесняются танцевать по-своему или танцевать не так, как в ансамбле танцуют, но это не значит, что это некрасиво. Это очень красиво. Каждый индивидуально по-своему танцует, и он слышит музыку. Если у него есть желание танцевать, это самое главное. Мастер-класс прошел в рамках проекта «Арт-резиденция ГУМА», организованная культурно-деловой платформой ГУМА и Государственным комитетом Республики Абхазия по делам молодежи и спорта. В рамках проекта в течение целого месяца здесь будут проходить выставки художников, мастер-классы, кинопоказы и концерты молодых исполнителей. На платформе уже состоялась премьера фильма «Мзара» молодого абхазского режиссера Сандро Блоди, персональная выставка молодого абхазского художника Арсо Бирзыни «Наблюдатель». Милада Парулова и Инал Квинджи, Абхазское телевидение. Отдых и общение. Подопечные инклюзивного общества провели несколько незабываемых дней в курорте Пицунда, где для них была организована культурно-образовательная программа.
Поездка детей состоялась благодаря поддержке Министерства юстиции при содействии Минтуризма и национальной туристической компании. Экскурсии по достопримечательностям республики и персональный концерт Луки Гаделия, встреча с представителями мотоклуба «Айнар». Все это для детей с ограниченными возможностями здоровья. Гугут Савардани расскажет подробности. Доброта – мощная сила, способная объединять людей и преображать мир, а еще дарить радость в первую очередь тем, кто особенно в этом нуждается. Искренние улыбки и объятия в один из солнечных майских дней – это дети с ограниченными возможностями здоровья вместе с родителями из первой инклюзивной молодежной организации Абхазии отправляются на отдых в пансионаты курорта Пицунда, а провожают их гиды профсоюза экскурсоводов республики. Конечно же, мы не могли не откликнуться на просьбу о помощи организации такого тура для вас, для прекрасных детей. И сегодня первая группа выезжает в Пицунду. Я надеюсь, ваша поездка вам запомнится надолго. Ну что, мы выезжаем с Сухума в сопровождении экипажа ДПС. Пицунда, мы едем к тебе, жди нас. По приезду в Пицунду профсоюзом экскурсоводов республики для инклюзивной молодежи и родителей были организованы множество сюрпризов. Экскурсии по историко-архитектурному заповеднику Великий Питюнд и Гагре, где родители и дети смогли прокатиться на колесе обозрения. А вот еще один обещанный сюрприз от профсоюза экскурсоводов Абхазии. У наших ребят сегодня возможность увидеть вот эту вот красоту. Но на этом подарки от профсоюза экскурсоводов не закончились. Одними из самых ярких впечатлений для детей останутся встречи с представителями мотоклуба «Айнар» и народным артистом Республики Абхазия, органистом Лукой Гаделия. Республиканский профсоюз экскурсоводов Абхазии сразу откликнулся на просьбу обращения первой молодежной инклюзивной организации благотворительного фонда о помощи в организации трансфера и экскурсий для двух групп, которые они отправили на отдых. Впоследствии будет проводиться отдых и для второй группы в городе Сухум. Также планируется ряд экскурсий для инклюзивной молодежи. Единство в дружбе – таков девиз первой инклюзивной молодежной организации Абхазии. Благотворительные мероприятия для детей и их родителей объединили множество людей и организаций. Отдых в Пицунде стал возможным благодаря поддержке Министерства юстиции при содействии Минтуризма и национальной туристической компании. Хотелось бы отметить благодарностью отдельной директора национальной туристической компании Руслана Львовича Попаскиля, который на обращение профсоюза экскурсоводов Абхазии всегда отзывается и всегда оказывает помощь в организации различных мероприятий. В частности, сегодня национальной туристической компании в лице Руслана Попаскиля был предоставлен автобус, за что ему большая благодарность для трансфера детей. Профсоюз экскурсоводов Абхазии постоянно проводит различные организации, мероприятий и акции. Это и экскурсии для детей из малообеспеченных семей, это и благотворительные сборы различного характера. И проводились, например, также экскурсии для беженцев с Донбасса, когда они здесь находились, и множество различных других мероприятий. Подобные благотворительные акции для инклюзивной молодежи будут продолжены. Следующая группа детей с ограниченными возможностями здоровья вместе с родителями отправятся на отдых в пансионат «Айтар». Гугут Савардани, Абхазское телевидение.
Абхазский государственный драматический театр имени Самсуна Чанба примет участие в 8-м фестивале национальных театров «Туганлык», который пройдет с 16 по 23 мая в Уфе. На суд зрителей и членов жюри Абхазский театр предложит спектакль «Ловелас» в постановке от Гуракове. В фестивале принимают участие театры из регионов России, Казахстана и Кыргызстана. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидромедцентра, в четверг, 16 мая, на территории Абхазии ожидается переменная облачность. Местами в полдень возможен дождь, гроза. Температура воздуха ночью плюс 8-13, днем 13-18 тепла. Температура морской воды плюс 16. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.